Система оценки уровня владения казахским языком КАЗ-тест. Напоминаем правила правильного заполнения листа ответов при прохождении тестирования по системе КАЗ-тест. В секторе «Тега» в верхних клетках по горизонтали вписывается фамилия тестируемого в соответствии с удостоверением личности либо паспортом. Под каждой буквой по вертикали закрашиваются кружки, соответствующие буквам, обозначенным в клетках. В секторе «ЕСМ» в верхних клетках по горизонтали вписывается имя тестируемого в соответствии с удостоверением личности либо паспортом. Под каждой буквой по вертикали закрашиваются кружки, соответствующие буквам, обозначенным в клетках. Следующий сектор «Азаматтыга» – гражданство заполняется вместе с дежурным и определяется по таблице кода гражданства. Код гражданства Республики Казахстан 01. В верхних клетках сектора записываются цифры 0 и 1 и закрашиваются кружки, соответствующие цифрам, обозначенным в клетках. Следующий сектор «Олто» – национальность заполняется вместе с дежурным в соответствии с таблицей кодов национальностей. К примеру, казах 01, русские 02 и так далее. Сектор «Ана тілі» – родной язык заполняется аналогично предыдущему сектору «Олто». В секторе «Туған жылы» – год рождения вписываются две последние цифры года рождения тестируемого. Под каждой цифрой закрашиваются кружки, соответствующие цифрам. Сектор «Санат» – категория заполняется в соответствии с перечнем кодов категории тестируемых. К примеру, код категории государственных служащих 05. В секторе «Нуска» закрашиваются кружки, соответствующие номеру варианта в книжке-вопроснике. В секторе «Денгейлер» – уровни. При прохождении диагностического тестирования закрашивается кружок «Денгейді анықтау». При прохождении сертификационного тестирования закрашивается один из кружков, соответствующий уровню сдачи теста. В секторе с вопросом «Каз-тест сынағын қанша рет тапсырдыңыз» закрашиваем кружок «Ешқашан», если вы ни разу не проходили тестирование по системе КАЗ-тест. Если вы уже проходили тестирование по системе КАЗ-тест, то закрашивается кружок «Бірнеше». В секторе «Женоса» закрашиваем кружок, соответствующий полу тестируемого. «Ер» – мужской, «Әйел» – женский. В секторе «Қолтаңба» ставим подпись. В секторе «Тестілеу өткізілген күн» дата проведения тестирования пишем дату проведения тестирования. В последних трех секторах закрашиваются ответы на задания из книжки вопросника по блоку аудирования, лексико-грамматическому блоку и блоку чтения. На титульном листе книжки вопросника тестируемый указывает номер потока, номер аудитории, номер места, записывает фамилию, имя и отчество и ставит свою подпись. Книжка-вопросник содержит тестовые задания по блоку аудирования – 30 заданий, лексико-грамматическому блоку – 70 заданий и блоку чтения – 50 заданий. Время тестирования – 150 минут. Во время прохождения тестирования по системе КАЗ-тест тестируемому запрещается выходить из аудитории без разрешения, пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными материалами, переписывать, использовать шпаргалки и сведения, раскрывающие содержание тестов и кодов правильных ответов к ним, пользоваться электронными записными книжками, сотовыми телефонами и другими средствами коммуникации. В случае обнаружения у тестируемого сотового телефона, шпаргалки и других источников информации, тестируемый удаляется из аудитории. Результаты тестирования аннулируются. В случае отказа сдать экзаменационные материалы по истечению времени, результаты тестирования не обрабатываются. Предлагаем вам проверить ваш уровень владения казахским языком и пройти пробное тестирование по системе КАЗ-тест на странице сайта www.kazahtest.kz, а также скачать с сайта системы КАЗ-тест программное обеспечение «Компьютерное тестирование по системе КАЗ-тест». Желаем вам успехов при прохождении тестирования по системе КАЗ-тест.